Согласно переписи населения 2020 года, общая численность Долган насчитывает 8182 человека. Из них порядка 6000 человек проживает в Красноярском крае и чуть больше 2000 Долган в Анабарском районе Республики Саха-Якутия. В начале октября в Якутск прибыли участники социального проекта «От Енисея до Анабара». В состав делегации вошли 19 специалистов и мастеров из разных учреждений города Дудинки и села Хатанга, осуществляющих активную просветительскую деятельность. Проект был поддержан компанией «Норильский никель» и направлен на сохранение яркого феномена долганской культуры, обмен успешными компетенциями, живое общение между носителями языка и культуры Долган, Таймыра и Якутии. В ходе реализации проекта в Якутске были проведены круглый стол по сохранению и развитию долганского языка, мастер-классы, народные игры и другие мероприятия. Мы посетили открытие выставки «Единство, мастерства и стиля», которая была представлена в Галерее национальных культур Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Наша команда очень большая, 19 человек. Это люди разных возрастов, профессий, из разных организаций. То есть это не только работники культуры или работники образования. Это у нас еще сельское поселение Хатанга в том числе. Это самый отдаленный наш район. 4 человека и мастера, и специалисты, и заповедники Таймыра, вот именно с сельского поселения Хатанга специалист есть. Поэтому такой состав получился передовой. Долган, таких активных людей с активной жизненной позицией, которые действительно продвигают и сохраняют феномен своей родной долганской культуры. Мероприятий действительно очень много, программа очень насыщенная, каждый день у нас расписан. Мы вот сегодня буквально провели в Северо-Восточном университете имени Амосова круглый стол на тему «Долганский язык». Очень порадовало, что было много молодежи. Конечно же, заинтересованность в сохранении своего родного языка, она есть. Это тоже очень радует. И много было специалистов, преподавателей, людей, даже поэтов, писателей. Это очень здорово. И для нас это такой большой важный шаг, толчок для того, чтобы мы дальше могли идти по жизни с поднятой головой и действительно транслировать в жизнь вообще наше народное творчество, культуру, язык и все, что касается нашей культуры. Также мы очень рады встрече с нашими земляками, которые живут уже здесь, долганы, да, уже стали якутскими долганами. Очень рады этой встрече с очень почетным жителем Якутии, это Елена Поликарповна Тимофеева, с которой мы на протяжении многих-многих лет сотрудничали. И очень рады, что она сегодня здравствует, что она такая же активная, как прежде. Эта встреча для нас очень важна. Здесь будут представлены 15 мастеров Таймыра, ведущих учреждений Таймыра. Это такая коллаборация, наверное, впервые такая выставка общая у нас получилась. И мы тоже благодарны руководителям за их понимание. Но самое главное в нашем проекте, изюминка, наверное, нашего проекта состоит в том, что в итоге должен получиться такой, знаете, готовый продукт. Это оцифровка изделий, мастеров, арт-объектов долганских. То есть в этот проект дали свое согласие 6 учреждений. Вот на территории Якутии одно учреждение, это ассоциация, понятно, коренных малочисленных народов, да, севера, и 5 учреждений на территории Таймыра. Каждый представит по 50 экспонатов, которые мы оцифруем, и затем сделаем такой общий контент, который будет доступен для всех. Он будет доступен любому человеку буквально России, наверное, и мира. То есть вот 300, получается, у нас единиц, мы должны это описать, и каждый год этот контент будет пополняться. Настоящее волшебство косторезов Таймыра представлено на экспозиционных стендах. Именитые мастера привезли свои лучшие работы. Посетители зачарованно застывают и подолгу рассматривают уникальные творения. Костяные фигурки поют и танцуют, уводят зрителя в другой мир, мир красоты и изящества, в мир гармонии и фантазии мастера.
Специалист муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр народного творчества» Галина Юрьевна Смирнова представила на выставке цикл своих авторских работ «Духи Таймыра», выполненные в смешанной технике лоскутного шитья и бисера. Мимо этих панно невозможно пройти равнодушно. И помимо своей основной деятельности, Галина Юрьевна также руководит студией декоративно-прикладного творчества «Бараксан». Эту серию работ меня вдохновила тема духов, шаманизма и язычества. Это вот 5 духов, именно 5 духов наших 5 этносов, которые проживают на Таймыре. Я изучала только вплотную именно долган нашего региона. У якутского народа я тоже как бы увидела, что есть различия, да, но не задавалась пока не задавалась вопросом, почему отличается. Общая тема – это орнамент елочка, который разноцветный, именно, да, яркие цвета. Общая тема – это черно-белая полоска бисера в начале. Вот у нас это символизирует как оберег именно. Орнаменты тоже немножечко отличаются, но в общем у нас как бы много общего. Надо обязательно соблюдать орнаменты, соблюдать размеры и крой, наверное, чтобы было именно вот узнаваемое, что это именно долганская одежда. И, конечно же, цвета. Полуостров Таймыр. Таймыр огромный. На такой части суши запросто уместились бы несколько европейских государств. В объединенную дирекцию заповедника Таймыра входят 3 больших ООПТ. Это Большой Арктический, Путаранский и Таймырский заповедники, общая территория которых составляет 12 миллионов гектар, и находятся они в Хатангском районе. Анастасия Чордо работает в отделе экологического просвещения дирекции. После суровых зимних месяцев. При заповеднике имеются 2 музея. Музей природы и этнографии и музей Агду Аксеновой. И как раз вот эти 2 музея ведут такую большую работу в том направлении, как реализация разных видов проектов, в частности, этнокультурного развития. То есть от бабушек, к примеру, да, вот, до внучек. Вот у нас буквально недавно проводился фестиваль ремесел в Хатанге. Этот фестиваль проводится у нас ежегодно, и там ежегодно проводятся именно мастер-классы мастериц для подрастающего поколения. В прошлом году у нас было проведено в виде квеста для подрастающего поколения. Да? В этом году у нас были по пошиву в этническом стиле сумочек и сумок хозяйственного образа, в общем. Именно в этническом стиле, с родовыми знаками и орнаментами. Долган. Также у нас массовые мероприятия проводятся, да, в том направлении, как бы в качестве партнеров с Домом культуры МБУ КДК, да, вот, культурно-досугового комплекса, Хатанского центра народного творчества. Вот у нас как раз вот Хатанский центр народного творчества, они ежегодно с нами тоже работают очень тесно, и ежегодно проводим вот этот вот совместно фестиваль ремесел в Хатанге. Их мастера проводят вот мастер-классы разного рода, начиная от резьбы по кости и заканчивая по пошиву национальной одежды. И работа с детьми – это самая вот основная наша работа именно по воспитанию традиций и культуры утраченного ремесла. И вот в этом году у нас была выставка открыта по традиционным сумкам оленеводов-кочевников, как раз вот, которые начинались от начала 20 века и заканчивая вот наших современностью уже как бы времен, начиная от сум, кисетов и сундуков как раз для кочевых вот семей, где они хранили посуду, утварь, все это необходимое. Вот это вот все у нас было.
Для нас было также большой радостью встретиться с автором букваря, учителем учителей с Анной Алексеевной Барбулиной. Мы поговорили об алфавите, о книгах, учебниках на родном языке, о круглом столе, который прошел в стенах нашего университета. Я работала с долганской поэтессой Агдох Сионовой. Мы начинали создавать письменность. Она, во-первых, столкнулась, когда издавала первую книгу в 1973 году «Барахсан». Сначала напечатали на хасском шрифте. Она взяла в руки черновик, первый вариант, и удивилась, и не могла ничего прочитать. Свои стихи не могла прочитать. После этого она долго мучилась, сочиняла, писала сама. И Прокоп Елисеевич тут подвернулся, Ефремов. И он предложил, давай мы, может быть, все-таки Якутски ближе, может, там сдадим. То есть используем шрифт. Ну и вот поэтому и вышла книга «Барахсан» в 1973 году. И после этого мы думали, как нам письменность нужна, она пишет, издаваться надо. И она сделала идею создавать алфавит. Вот. И это была ее идея. Помогли и ученые Новосибирска, Елизавета Ивановна Убрятова и Владимир Михайлович Наделяев. Вот. Их лаборатория. И тогда утверждение алфавита исполком наш таймырский принял решение, что надо издать, утвердить, то есть алфавит, и работать над учебником. Вот так началось создание письменности долганской. До этого очень много перипетий было. Письменность, стабильный букварь только вышел в 1990 году, потому что в 1984 году начался эксперимент. Тогда в советское время очень много было цензоров. Пропустили в букваре какую-то знаменательную дату, возвращают. Пропустили какой-то, шрифт неправильный или что-то, обратно возвращают. Поэтому и тексты должны быть приемлемы детям, рассказы должны быть такими, объем и так далее, и так далее. Поэтому а потом переписи с авторством было, кого автором утверждать, не утверждать. В общем, такое. И поэтому стабильный букварь у нас вышел в 1990 году. Создание письменности мы считаем с 1979 года, когда утвердился алфавит. По новым требованиям федеральным в 2014 году первый букварь мы переиздали. До этого, конечно, букварь переиздавались каждые 5 лет. Тогда Госкомпечать и Министерство образования следили, что обязательно учебники издавались каждые 5 лет. Там менялись, хотя бы 10 лет, но все равно издавали. А тут сейчас, в наше время, очень сложно по финансированию. Это надо искать финансы. Тогда-то раньше плановая экономика была, а сейчас-то кто заплатил, тот и заплатил, тот и диктует, понимаете. И даже попадаем на конкурс. Букварь у меня в 24-м вышел. Я участвовала в конкурсе, поэтому он вышел. Зато у нас литературное чтение с 1 по 4 класс. Сейчас требования такие. Но они лежат, они готовы, рукописи готовы, но лежат из-за финансирования. Букварь тоже вышел голый, будем говорить. Там же нужна рабочая тетрадь, там нужна методичка, нужна методическое пособие для учителей. Так и не вышло, потому что не было финансирования. И сейчас учебники выпускаются строго по количеству учащихся. Молодежь, сложно сказать, что все читающие. Теряем язык, теряем культуру. Но это связано, кстати говоря, с потерей традиционного быта и культуры. В Хатынском районе уже нет оленеводства. Это очень связано. Традиционный быт связан с оленеводством. Поэтому и мини-культура. Молодежь тянется за мини-культурой, допустим. Сейчас традиционного быта нет, допустим, чум, да? Некен, эльдюн, эти слова уже потерялись, понимаете, уже и дети не видят. Допустим, мое детство, ирды, верховая езда, это летом была ирды, матаха, там этих слов уже никто не увидит, уже все. Это наше поколение только знает. Они сейчас, молодежь пытается на буранах или же на санках, легче. Запрягли 3 оленя и поехали. Чем ловить, учить верхового, это очень сложно. Поэтому и дикие уводят, они не понимают, потому что
Чтобы было оленеводство, это надо очень много знать, тонкостей очень много. И природу знать, пастбища какие и так далее. Так что много там тонкостей, нюансов, поэтому все это теряется. А сейчас я работаю над словарями, словарь заимствования на долганском языке. Вот. Это у нас же очень много заимствованных слов с севенкийского, с якутского, с русского. Вот, допустим, прямой русизм или опосредственный русизм, который произношение на долганском языке, и где-то описание купес, допустим, обязательно, и дифтонг, и есть купес, дидбиги. Да, вот это вот такое. Отдельной экспозицией была представлена фотовыставка «Жизнь и лица Долган. История в фотографиях» в количестве 35 фотографий из архива Таймырского краеведческого музея. Буквально все участники проекта очень талантливые люди, объединенные и вдохновленные одной идеей и одним стремлением во благо своего родного долганского народа. Старшему поколению дали надежду на молодое поколение, ведь молодежь – это будущее наше, которое мы и наши наставники должны растить, соподвигать к традиции, культуре. Насчет оленеводства у нас немножко все равно разные. То есть если брать Долган Якутии и Долган Таймыра, то тут, конечно же, есть разница именно в оленеводстве. У нас сейчас на данный момент угасают, но есть множество программ, которые мы реализуем, но пока нам это дается с трудом, так как молодое поколение стремится в большой город, к технологиям, и вот поэтому нам сложно. Долганский язык мы стараемся сохранять внутри школ, также языковые гнезда создаются. Допустим, что я узнал здесь, в Якутии, это аккумулировано в 2 населенных пунктах, очень так плотненько, поэтому 90% носители хорошо знают язык. Я первый раз в Якутске вышел, есть дублирование языка, то есть якутского, и мне это так вдохновило, думаю, у нас, наверное, тоже должно быть так, хотя бы в Хатанге, потому что там очень много долган. Если на территории Таймыра проживает 5 этносов, больше всего долган в Хатанском районе. Я считаю, что и Хатанский аэропорт должны были назвать в честь долганской поэтессы. Также, наверное, должна быть информация продублирована на долганском языке. Это, в свою очередь, подвинет и вдохновит народ на изучение родной культуры, родного языка, и молодежь будет гордиться этим. Мы, коренные народы, должны между собой обмениваться опытом, сотрудничать в различных направлениях. Как сегодня уже озвучили одну инициативу, это Олимпиада долганского языка. То есть это очень хорошая инициатива, которую мы также поддерживаем, Таймыр, и, наверное, будем с ассоциацией Долган сотрудничать в этом направлении более конструктивной диалоге. Познакомились мы и с нашим коллегой, тележурналистом, корреспондентом программ на национальных языках Службы информационных программ телевидения и радиовещания территориального отделения филиала ВГТРК «Красноярск» с Виталием Поротовым. Мы вещаем на таймырском телевидении. У нас 3 этноса – на долганском, ненецком и инганасанском. Но у нас вещание идет 3 раза в неделю. То есть и мы, на долганском языке я веду информационную программу. Насколько востребована ваша передача на этом языке? Вы знаете, что думаю, я думаю, что да, она очень востребована, потому что у нас администрация нашего района Таймыра, они тоже заинтересованы, чтобы мы вещали на своем долганском языке, и тем самым мы привлекаем молодое поколение, заинтересовываем. Естественно, у нас есть передача художественная «Родная речь», называется, «Төрябитыл». И вот мы там стараемся посредством этих передач знакомить молодых людей, поколения нашему долганскому языку. Какие-то делаем художественные программы, бывает. Иногда даем интервью у разных людей. Тематика очень разнообразная. Спасибо нашей администрации, что они заинтересованы. Тем самым они стараются сохранить наши языки этносов Таймыра. И в этом, думаю, что очень большой плюс. И мы уже с 2000-х годов мы уже вещаем на канале нашем местном. Добрый день еще раз, кого я видела, не видела. Сегодня мы утром открыли наши мероприятия.
Сами мы его называем «Вторые дни долганского языка и культуры», потому что в 2018 году вы приезжали тоже к нам. Мы тогда впервые это все организовали и решили, что такой обмен будет у нас регулярно. После 2018 года у нас делегация из Якутии, вот Розалия Ефимовна вот здесь сидит, Пелагея Туприна, Елена Поликарповна и Гаврил Григорьевич Таратоев тоже ездили на Таймыр, в Хатангу, проводили там мероприятие, круглый стол по долганскому языку. И затем был ковид, вы знаете, да, после долгого перерыва. И вот наконец-то все-таки наша мечта опять осуществилась. Мы вас очень давно ждали, соскучились и, конечно, уверены, что они вам подарят на самом деле много-много теплых, радостных эмоций. Вы соприкоснетесь с таким ярким, самобытным, уникальным творчеством наших сородичей Таймыра. Итогом проекта «От Енисея до Анабара» станет создание открытого цифрового пространства, которое объединит ценные знания о культуре Долгана Республики Саха-Якутия и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. И наших ребят Боротова Андрея Аркадьевича, Симакова Федора Алексеевича, и Киргизова Николая Олеговича. Аплодисменты вам, дорогие друзья! Встреча Долган двух территорий – это действительно историческое событие, которое мы бы хотели продолжать ежегодно. Также хотели бы продолжать взаимодействие между двумя районами в поддержке культуры Долган, языковых гнезд, а также развивать и передавать наследие родного слова, как уже сегодня сказали на круглом столе. Это очень такое было мероприятие, которое сподвигает молодежь к, скажем, наверное, к родной культуре.